В Ижевске появился Удмуртский сад. Над его созданием работали ученые, а советами им помогали этнографы. Чем и кому поможет уникальный историко-ботанический проект, узнала Людмила Спиридонова. Будет рядом нам теплей, вместе будет веселей. Хороша ты, посмотри, матушка земля. Удмуртский сад открыли самые любимые удмуртские бабушки. А самый известный фольклорист Татьяна Владыкина высоко оценила идею. Это прекрасная идея, это маленькая наша ландшафтная такая культура, которая представляет Удмуртию. И они все продумали. Родничок, и талмасы, различные такие травы, которые произрастают. И самое интересное, они даже земляничную поляну продумали. Земляничные склоны – визитная карточка республики. А еще удмуртские ученые историю соединили с наукой. У нас земляника здесь ремонтант, тоже сортовая, выращенная из семян. Ремонтанта цветет, плодоносит круглый год. Здесь, конечно, темно, и поэтому вот и цветы единичные, было бы посветлее, было бы все и в ягодах. Рядом с земляникой можжевельник. Он уже не просто для красоты, это оберег для жилища, рассказывает Александр Федоров. Именно ему пришла мысль создать этнографический сад. Над проектом работал не один год. Есть же известный всему миру японский сад. Вот теперь появился молодой удмуртский. Издревле считается не только у удмуртов и других народов, что природа – это обиталище богов. Сосна, например, символизирует бога неба, ель – бога, который отвечает за погоду, и береза – бог, который отвечает за плодородие. Еще одно издавна почитаемое дерево – рябина. В саду ей отвели центральное место. В старину удмурты рябины окружали свое жилище. Считалось, что она отгоняет злых духов. Уже больше 20 лет рябина украшает и герб Ижевска. Людмила Спиридонова, Артем Пушин, Вести, Удмуртия.